Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 25 декабря 2023 года, 20 часов по Берлину, 21 час по городу Джохару. Друзья, я вас всех приветствую. Мавидин, Хамзат, валейк салам. Всех я вас, друзья, приветствую. Слава Украине, свободу Ичкерии. Героям слава, Мавидин, героям слава. Так, стрим у нас вещает на канале в YouTube. Что-то у меня в ТикТок тут новое что-то появилось непонятное. Ну, короче говоря, стрим у нас вещает на канале в YouTube, на канале Реалити, и в ТикТок на канале Аслан Арцуев. Друзья, ставьте лайки, пишите ваши комментарии и распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнают правду. Шамиль, все остальные, все, кто заходит и кто позже зайдет, заходите. Вещаем мы из Московского Кремля. Сегодня переместились мы в Московский Кремль. Путин пока бегает там по бункерам. Мы будем занимать заповедник Московский Кремль. Валейк салам, Т-800, валейк салам. Так, как обычно, мы начнем с ориентировочных потерь фашистов в Украине от Генерального штаба Збройных сил Украины на 25 декабря 2023 года с 24 февраля 2022 года. За прошедшие сутки уничтожено 760 оккупантов. Итого их цифра достигла 353 950. 19 танков уничтожено. 31 боевая бронированная машина. 33 артиллерийские системы уничтожено за прошедшие сутки, 2 РСЗО, 2 антиаэркрафт, 2 самолета сбито, с чем я вас всех и себя поздравляю, 32 БПЛА сбито, 2 крылатые ракеты сбито, 53 автомобильной техники и цистерны уничтожены за последние сутки и 5 спецтехник уничтожено, специальных техник. Ну, друзья, слава ЗСУ, слава Украине. Слава ЗСУ, слава Украине. Так. Пишите ваши комментарии, друзья, и распространяйте ссылку на наш стрим. Дело в том, что на наш канал возобновилась атака. Она, конечно же, никогда и не прекращалась. Сейчас она особо ярко выражена. Ну, я это так полагаю, что то, что мы делаем, особенно им мешает, раз вот сейчас это они так возбудились. СЦ, алейкум салам. Давно не было СЦ тоже. Андров, алейкум салам. Эдам, Осман Адаев, Бамут, Эд, салам, шалом. Витаю всех, друзья. Витаю. И, конечно же, нужно поздравить в обязательном порядке всех наших христианских друзей чеченского народа с праздником Рождество, которое сейчас празднуют христиане. Мира и благополучия вам всем, друзья. Поздравляю вас с этим. Для вас одним из главных, для христиан, имеется в виду, одним из самых главных праздников. Желаю вам всего самого хорошего, чтобы в следующем году сбылись все мечты, которые не сбылись в этом, и чтобы как можно быстрее закончилась с победой Украины война над фашистской Россией. Как-то так, друзья. Так.
Перед тем, как начать вот свой стрим сегодняшний, я бы хотел вам рассказать, в видеоформате сделать цели, сообщить, в видеоформате зачитать и сохранить ее, потом, видимо, может быть, я вырежу этот кусочек и выложу. Сейчас сколько у нас? 6 минут, 5 минут мы в эфире. Выложить о целях Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия и пути ее реализации. Это очень важно, друзья, чтобы вчера на русском языке, вчера на чеченском было, поэтому я на сегодня отложил этот текст, чтобы сегодня его на русском языке зачитать, чтобы все и наши друзья, кто не говорит на чеченском языке, тоже знали о наших целях нашей власти. Поэтому это небольшой текст, буквально займет там 3 минутки, 5 минут, и потом продолжим общение. Итак, цели Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия и пути ее реализации. Чеченский народ переживает огромный момент, переломный момент, извиняюсь, давайте сначала, раз буду вырезать, то пусть это будет нормально все. О цели Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия и пути ее реализации. Чеченский народ переживает переломный момент в истории, которая для нас началась более 30 лет назад. Мы имеем в виду русский имперский реваншизм против всех новых независимых государств, избравший для себя в качестве первой жертвы чеченский народ. Отводившие в своих планах на решение чеченского вопроса не более недели кремлевские стратеги только в 2008 году были в состоянии напасть на следующую жертву в лице Грузии. В 2014 году наступила очередь Украины. После аннексии Крыма и установления в частях Донецкой и Луганской областях марионеточного режима Кремль вынужден был взять паузу, надеясь решить украинский вопрос далее политическими методами, то есть, как понимают русские, путем шантажа, диверсии, подкупа. Задача состояла в том, чтобы установить в Киеве послушный режим наподобие Минского, который безоговорочно узаконил бы захваченные территории и отгородился от Запада, обязуясь не вступать в Евросоюз и НАТО. В 2022 году с началом полномасштабной военной интервенции против Украины Запад осознал то, о чем предупреждал наш первый президент Джохар Дудаев. Русизм стал мировой проблемой. Запад увидел, что ни чеченский, ни грузинский, ни украинский народ не удовлетворят Кремль, а только усилят его аппетит. И хотя сражение сегодня происходит на украинской земле, Запад является активным участником войны, обеспечивая оборону этой страны. Когда Джохар Дудаев говорил, что Украина и Россия схлестнутся на непримиримых условиях, он хорошо представлял, какие силы станут за Украину, и предрек поражение России. Несомненно, с поражением России изменится ситуация как в самой Чечении, так и вокруг нее. Многое будет зависеть от того, насколько подготовленными мы будем к этому моменту. Чем яснее будет наше понимание ситуации, тем успешнее мы решим все проблемы. Прежде всего, у нас есть независимое, признанное субъектами международного права государство, созданное в 1991 году. Принципиальное значение имеет тот факт, что оно сформировалось в полном соответствии с международным правом, которое требует, наряду с волеизъявлением выходящего из колониальной зависимости народа, также согласия метрополии на это действие. Волеизъявление чеченского народа на воссоздание нового суверенного государства состоялось через общий национальный съезд в 1990 году. Так как к демонтажу СССР в конце 1991 года Чеченская республика была союзным субъектом, то с нас в числе всех союзных республик бывшей Советской империи автоматически снялось требование иметь согласие этой метрополии на отсоединение. Власть нынешней Российской Федерации прекрасно знала об этом, поэтому отказывалась вести с нами диалог на правовой основе. Поэтому
Она действует путем шантажа, подкупа и кровавых войн, пытаясь добиться от чеченцев отказа от приобретенного им государственного статуса. К сожалению, находились среди нас личности, в том числе отдельные министры и депутаты, готовые продать чеченское государство. Но в целом легитимное правительство всегда решительно отклоняло любые посягательства на наш суверенитет. Как говорил Джохар Дудаев, статус Чеченской Республики Ичкерия как независимого суверенного государства определен навеки вечные и обсуждению не подлежит. Важное значение имеет то, что Украина через Верховную Раду признала Чеченскую Республику Ичкерия как незаконно оккупированное государство и осудила геноцид чеченского народа со стороны Российской Федерации. И мы должны действовать, зная, что путь освобождения территории нашего государства сегодня лежит через победу украинского народа над общим нам врагом, той же Российской Федерации. И вне всякого сомнения, мы все, граждане Чеченской Республики Ичкерия, где бы мы ни находились в мире, обязаны поддерживать легитимную власть в лице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия в направлении признания нашего государства и другими государствами зарубежья. Известно, что не бывает государства без правительства. Пусть оно будет вынуждено эмигрировать или уйти в подполье в результате иностранной интервенции. Мы не являемся пионерами в данной ситуации. Уверены, не за горами то время, когда Украина и ее союзники посчитают необходимым прямое взаимодействие с Президиумом правительства Чеченской Республики Ичкерия. Не первый раз случается, когда Москва поощряет и часто организует в подрывных целях незаконные структуры, называя их оппозиционными или легитимными, щедро финансируя и обеспечивая информационным полем. Помимо прямых ставленников, например, Умара Автурханова, разыгрывалась сцена раскола в рядах избранного руководства, например, отхода от Джохара Дудаева, назначенных им же Гантимирова Беслана и Мамадаева Ярари. Таких примеров много. Даже после Первой войны, ведя с Асланом Масхадовым переговоры и подписывая соглашения, взращивалась оппозиция с соответствующим финансированием в лице исламского порядка и разных джамаатов. Сегодня роль раскольников на чеченской стороне активно исполняет Закаев, назначивший себя так называемым премьер-министром ЧРИ, чей послужной список, конечно, намного богаче его настоящей роли. Некоторые наши общественники и блогеры, кто в силу чрезмерного тщеславия или политической безграмотности пошли на поводу Кремля в том, что легитимная власть Чеченской Республики Ичкерия закончилась, они не знают или не понимают смысл декларации Общенационального съезда чеченского народа 25 ноября 1990 года, Конституции Чеченской Республики 12 марта 1992 года и специального закона Чеченской Республики Ичкерия 22 декабря 1994 года о том, что на период оккупации территории нашей страны, сколько бы она ни продолжалась, новые власти Чеченской Республики Ичкерия не могут быть избраны. Это значит только одно: избранная власть, сколько бы представителей от нее не оставалось, легитимно до тех пор, пока после деоккупации страны не будут избраны новые власти. Особо подчеркнем, что Президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия представляет людей, остающихся на позициях власти Чеченской Республики Ичкерия, а их было около 5000 человек, либо избранных в довоенный период депутатские советы всех уровней, либо назначенных на те или иные должности от имени законной власти. Некоторых общественников смущает слово «президиум» в сочетании Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, которое они не находят в Конституции, из-за чего они приходят к умозаключению, что такой орган власти не предусмотрен Конституцией и потому нелегитимен. Приходится объяснять, что в Конституции предусмотрено правительство, вся власть, без которого
Не бывает государства, а слово «президиум» конкретной нашей ситуации используется для обозначения лица или группы лиц, временно координирующих работу правительства, потому что все наши президенты, возглавлявшие кабинет министров, погибли от рук оккупантов. И среди депутатов парламента более половины людей тоже отсутствуют по этой или иной причине. Нет кворума, что не позволяет парламенту действовать. Это же относится и к судебной власти, и ОМС. Мы знаем, что многие задаются вопросом, что будет в случае ожидаемого поражения Путина. Во-первых, в России изменится режим. Как нам кажется, мир должен проследить, чтобы там установилось верховенство закона, как принято в цивилизованном мире. Заявление о том, что Россию ждет развал, это путинская пропаганда. Те лица, которые заявляют об этом с европейских площадок, есть кремлевская специальная команда, призванная помочь Путину мобилизовать россиян на защиту целостности и самого существования России. Во-вторых, путинизм будут судить не только за преступления в Украине. Отчет о преступлении начался, собственно, с России, взрывами жилых многоэтажек, потом геноцид Чечении, война против Грузии, военные преступления в Сирии. В-третьих, мы полагаем возможным сотрудничество со сменившей путинский режим администрации под международным наблюдением на предмет окончания войны. Четвертое, неизбежно рухнет установленный Путиным в Чечении режим. Наша задача будет в том, чтобы это произошло бескровно. Но это не означает, что преступления, совершенные на территории Чеченской Республики Ичкерия за годы оккупации, не будут расследованы, а виновные не преданы суду. В-пятых, с выводом российских войск и воцарением мира в Чеченской Республике Ичкерия будут проведены очередные выборы власти при условии свободного волеизъявления чеченского народа. В-шестых, мы предполагаем работать над созданием объединения стран и народов единого Кавказского дома, начало которому заложили в 1992 году президент Джохар Дудаев и Зviad Gamsakhurdия. Перечисленные выше пункты есть часть очевидных действий, активным участником которых Президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия себя видит. Представление о том, что кто-то огнем и мечом войдет в Чечению и установит на какой-то режим, нереальный и недопустимый. Мы считаем, чеченский народ положил на алтарь победы над путинизмом более чем достаточно жертв. 13 октября 2023 года. Друзья, я немножко болею, поэтому вот у меня немножко сбои происходят. Так, Асан, почему в Твиттере не банят пропалестинских радикалов с Кавказа? И справедливый человек, это не ко мне эти вопросы. Так. Асан, хочу задать вопрос, не по теме. Недавно провели закон и только недавно они же провели вечеринку. Там участвовали, включая Собчак, жена Песков. Почему молчит Хабиб? Я не знаю, кто такой Хабиб. Кто такой Хабиб? Кто такой Хабиб? Что он говорит или не говорит? Я знаете, я удивляюсь людей, которые ради того, чтобы не просто там достичь каких-то там высот, именно ради денег бьются, не ради, как говорится, искусства, а ради именно денег бьются, становятся там хорошими спортсменами, там хорошо дерутся, но это похвально, да. Но когда мы начинаем все вокруг этих людей собираться и слушать их мнение, то я удивляюсь этого. Но это обычный спортсмен, который ради денег идет на все, получает по роже, дерется там и так далее, и так далее. Ну да, это заслуживает там определенного внимания и так далее. Но если этот человек нас учит жить, нам рассказывает там
какие-то заученные фразы, ну, мне кажется, это просто обычная пропаганда. Когда из спортсмена делают чуть ли там не знатока какого-то, и его спрашивают по тому или иному вопросу. Мне кажется, да, там, конечно, могут быть умные люди, но могут быть и абсолютно неумные люди. Потому что его мозг, его физические данные – это две разные вещи, мне кажется. Так. Салам всем, кто вошел, вновь зашел. Спасибо, что вы всегда помните о Грузии. Ясно, я как грузин согласен с вами, когда вы критикуете Саакашвили и других за то, что они не говорят о Чечении и с высоких трибун. Спасибо, Андро, спасибо. И действительно, кто це Хабиб, борцуха. Да, он борцуха, хороший, да, потомственный борцуха, это все, ну, не отрицается, да, хорошо подрался, молодец, там, хотя я за Конора Макгрегора болел, но я могу сказать, что, и почему я болел за Конора, потому что Хабиб и его отец это два путиниста, самых настоящих, и мне вот эта пропаганда путиниста, мне она абсолютно неинтересна. И даже если он победил Конора или кого бы он там не победил, это для меня вот такая черта, которая четко разделяет между нормальными людьми и не очень. Аса, если можно, немного поподробнее об вечеринке, что я думаю, это важно, почему это самая элита фашистской Российской Федерации, и пусть многие задумаются, когда слушают этой моржи. Эд, ну, мне как чеченцу не очень удобно эти темы обсуждать. Я понимаю, о чем ты говоришь, и я понимаю, что это важно, но у нас, чеченцев, не принято эти вещи так обсуждать. Но я понимаю просто, к чему ты клонишь, и поэтому я немножко скажу об этом. Дело в том, что есть такой убийца Апти Алаудинов, который нам рассказывает, что христиане, там, мусульмане, иудеи, все религии объединились, все национальности объединились против Украины, там, против зла, там, не только Украины, всего этого там западного зла там, и так далее, а они тут, видите ли, такие правильные. И Апти Алаудинов, немножко забегая вперед, это убийца чеченцев, враг чеченского народа, предатель чеченского народа, хотя я сомневаюсь, что он сам чеченец, поэтому, может, он не предатель, а просто шпион, который убил Карину Спиридонову. Была одна такая девушка, которая приняла ислам. Ее вот эти Апти Алаудинов, он тогда был замминистра внутренних дел, а министром внутренних дел был Руслан Алханов, который ныне сейчас является. И тогда они обвязали Карину Спиридонову, они ее заманили в Чечню, им время от времени нужно было вот этих несогласных людей, которые исповедуют ислам, под разным видом они заманивали там замуж выйти, там девчонок, там других третьих, заманивали и взорвали эту Карину Спиридонову. Это была русская девушка где-то с Сибири, откуда-то они ее там по интернету с ней познакомились, заманили ее якобы там брату мусульманину, чеченцу, и обвязали ее, пытали, избивали, и потом ее взорвали. Просто обвязали взрывчаткой, есть видео, я переводил это видео на русский язык, где они снимают сами же, и сами же ее расстреливают, ее потом взрывают, она идет, они ей говорят иди, потом ее расстреливают, потом взрывают, там у нее пояс, они ей одевают пояс, ну короче говоря, такая страшная история, в которой был замешан вот этот Апти Алаудинов. И вот этот Апти Алаудинов нам рассказывает, он безоружную девушку взрывает, расстреливает,
И это вот, ну, чтобы вы понимали, о ком речь идет. Вот это Абти Алаудинов рассказывает, что на Западе есть какая-то сатана, грязь, там разные там, извращения и так далее, хотя это все имеется в Москве, в России и разные там вот эти вечеринки, все это делается. Я не говорю в данном контексте это плохо или хорошо, потому что ну, для верующих людей это плохо, для других это дозволено, что разрешено законом. Но сам факт, как они лицемерно нам рассказывают, когда у них есть вот эти разные клубы, вот эти, про которых там они так очень плохо говорят, там, и все они там и употребляют и наркотики, и алкоголь, и, ну, все это имеется, но они нам рассказывают, что вот на Западе там это есть, а они такие вот на религиозной теме объединяются там и так далее, и так далее. На самом деле, это лицемерие просто 150 там, миллионного уровня какого-то, которое у них присутствует. И вот сейчас, проведя вот эти разные вот эти вечеринки, которые они всегда проводили, просто сейчас об этом начали говорить, ничего в этом нового нет, это всегда это происходило в России, это всегда это присутствовало. Но сейчас они, я не знаю, с какой целью они это сейчас так привлекли к этому внимание, начали об этом говорить. Но это очередной раз показывает, что то, что они реально говорят, и то, что реально происходит в жизни, это ну, две разные вещи. То, что говорят для плебса, для простого вот этого населения, и что реально есть, ну, это две разные, ну, лицемерие, могу сказать, только и всего. Так, давайте дальше. Об этой вечеринке сказал немного, пусть все, кто этой мразям служат, пусть немного подумают, кому они служат. В этой вечеринке была вся элита ФРФ, и дети, и жены, как Пескова и так далее. Да, конечно. Ну что, они уже давно уже присытились деньгами, властью, и ну, вот такие вот они. А на самом деле, реально, если исходить, все религии по-настоящему, да, никого ни насильно, ни деньгами, ни пропагандой и обманом, на самом деле честные, искренние, бескорыстные бойцы, кто вот собрался, это на стороне Украины, кто на стороне света, которые борются против тьмы и абсолютного зла. Это и иудеи, и мусульмане, и христиане. И мы видим, как пытаются их разделить, как пытаются бить в клин между ними, вбить. И дай Бог, у них ничего из этого не получится. И мы должны это понимать, должны людям объяснять и доводить до людей информацию, которая объединяет нас. Объединяет нас. Так, еще при все люди, которые стояли во власти, были оккультистами. Даже сейчас Ленина не хоронят. Отрубленные головы кавказских воинов не дают вернуть. Фуражка Гитлера, сам Путин, церковью хвастались. Более того, убитые наши воины, наши защитники на Кавказе, их тела не выдают, как мы знаем, они их, наверное, кушают, людоеды ж как-никак. А сам по WhatsApp связи после стрима
Oqa, çajim problem yer, çaşı больниц. Вауш. Сора, саламалейк, Беркте Хилуэ. Дела. Окчуца яздеш, атейнолар хвар, WhatsApp ты свиг язедел. Свиг. Залил до эдухуэ. Ты слышал насчет того, что американское издание нашла след убийства Пригожина, убийца оказался Патрушев? Да, я это выкладывал у себя тут в разделе сообщества на YouTube канале. Да, это была такая информация. Ну, значит они. Так, российское морское звільнить. Где мы, эти модераторы? Здесь какие-то эти, каких там, ну все, поигрался, и все, давай, дуй отсюда. Так. А еще, когда подростком бы поймался на мысль, что ни Кадыров, ни его отец внешне даже не похожи на чеченца. Ваш народ в большинстве своем рос потянут люди. Где-то читал, что он потомок казаков. Тарас, Кадыров как бы считается не чеченцем, они считаются пришлыми. Их не считают чеченцами. Да, тело Ленина еще лежит у него до сих пор в мавзолее, ну просто задуматься, да, человек, которых больше всех геноцидил, уничтожал их, устраивал им террор, и эти люди вот этого Ленина, как фараона в мавзолей, в пирамиду положили, и он у них там лежит на самой кровавой Красной площади. Просто чтобы понимать структуру, психологию этой власти. Свирдик Хилчун, доброго вечера всем. Добрый Георгий, витаю вас. Мне тоже изначально казалось, что Пригожин жив, теперь я не уверен. Да, я думаю, Пригожин, я тогда тоже не сомневался, что его грохнули. Швец в последнем выпуске говорил, что Патрушев взрывал дома в России в 1999 году, руководил этими взрывами, но про войну в Чечне не упомянул ни слова. СЦ, Швец это такой странный чувак, я не знаю, короче говоря, что он там. Вначале он говорил, Швец вначале говорил, что он не за демократов, не за республиканцев, там, что он просто говорит правду, такой весь профессионал и так далее, и так далее. Потом начал набрасываться на Гарри Табаха. И потом тоже начал говорить, нет, я не потому, что тот за Трампа, а просто там за что-то там на Гарри Табаха. И теперь уже открыто топит за Байдена, против Трампа там гасит и так далее. Хотя нужно признать, Швец очень много
интересную информацию выдает. Очень интересная. Это тоже нужно признать. Но про Чечню и про Чечению, про это, да, не говорит. И это большой такой хороший показатель. Это хороший показатель про этого чувака. Галнаш. Все дружно ставим лайки, говорит, за общее дело. Да, друзья, и распространяйте ссылку. Просто в WhatsApp везде разбросайте, друзья. Это несложно. Я не знаю, почему у меня здесь написано марафон подписок. И время не идет. Не могу понять, с чем это связано. Ну да ладно. Видимо, что-то как-то. Да, там больше всего геноцидил Сталин и Троцкий. Ну, республиканец. Начал-то все Ленин, просто всю эту систему запустил, организовал. Это все начинал Ленин. А Сталин просто был такой способный ученик. Чечня станет штатом США? Нет, конечно. Зачем? Ни в коем случае. Русская фашистская армия. Да. О чем мы говорим? Если главная площадь в Красном, если в стране главная площадь, это кровавое кладбище. До КПСС там голову рубили. Страна рабов и убийц. Абсолютно так. Может, еще Дзержинский как основатель ОЧК. Да, ни Дзержинский, ни Троцкий, никто не освобождается от ответственности. Конечно же, никто их не выгораживает. Но основоположником вот этой системы был самым главным основоположником был, конечно же, Ленин. И он у них лежит на Красной площади, в пирамиде специальной. Я не верю, говорит, Швецию. И кому тут ты говоришь, Швецию не веришь? И кому? Куда это делось-то, белый глаз? Я не верю Швецию и Боровому. Боровому тоже не верю. И Швецию. Ну, Швецию, знаете что, я подумал, много такой он полезной информации выдает, и американцы его там держат. Ну, значит, не просто так. Боровой, ладно, он беженец, это его любой момент можно там выдворить, еще что-то там. А швец, не знаю. Сталин по уничтожению собственного народа превзошел своего учителя Ленина. Да, грузин способный оказался. Справедливый человек, лучшие факты, а факты против этих людей, как ты знаешь. А убийце Троцкого дали орден Ленина и похоронили у Кремлевской стены. Голову рубить неплохая идея, можно рубить всем тем, кто сотрудничал с Россией, работал на Россию, уничтожал свой народ, говорит справедливый человек.
И труп лежит у него главная площадь. Да, сейчас у нас, сейчас, да и всегда очень непросто получить информацию, если владеть одним языком русский. Я думаю, 90% кто вещает на русский, его купили или они агенты. Да, интересно, конечно. Будем наблюдать, будем наблюдать. Аслан, ты чечен? Ну, вы чечен? Ну, не чечен, а чеченец, если так можно сказать. А так мы ногчи. Амаджоба. Агимаджос. Генацуаля. Так. Ставьте лайки, друзья, пишите ваши комментарии и распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнает правду. Грузия, витаю тебя. Там разные методы используют для определения национальной идентичности. Раньше для этого использовали Y-хромосомы, сейчас уже перешли на аутосомное секвенирование. Ну, я в этом особо не разбираюсь, справедливый человек. Я смотрел какую-то передачу про вот эти ДНК-тесты, которые проводились. И даже брались разные такие фашисты, националисты из разных народов, которые там за свою нацию, там против евреев, против там мусульман, там еще чернокожих. Там. И потом им показывают, и у них сходство именно с теми, против кого они выступают. Это для них шок, конечно. Очень интересно, конечно. Очень интересно, да. Салам алейкум. Ва алейкум салам. Асаха, я хотел спросить, почему ты поддерживаешь Израиль? А ты прозайди мои другие каналы, мои стримы посмотри, а то каждый раз вы платные заходите туда и переводите тему на это. Все, уже миллион раз я сказал, давайте смотрите другой. На другом мои видео другие смотрите. Ты не ногчи, говорит Умар. Умар, почему я не ногчи? А ты, значит, спрятавшись под ником ногчи, а я, который открыто тут сидит и про которого знают уже там, я не знаю, всю его жизнь просто уже тут насквозь просвечена. Ты считаешь, я не ногчи? Стрелка, Аслан, Мосоваш, так держать, Баркалдику дал Бухастам. Привет с Европы, братья, ваша победа, украинцы, ваша победа, наша победа. Да, правильно ты говоришь. Мне никто не платит, говорит. В смысле тебе никто не платит? А я говорил, тебе платят? Я говорю, что ты зашел сюда и сомневаешься в моем... Не то, что сомневаешься, ты утверждаешь, что я не чеченец. Значит, я не чеченец, а ты анонимный чеченец, значит. А Россию надо на колени поставить, говорит человек с грузинским ником. Тебе платят за пропаганду, говорит Умар. Видишь, сколько лжи в тебе, Умар, сколько в тебе лжи. Ты говоришь, что я не чеченец, ты говоришь, что мне платят, ты говоришь, что я еще пропагандой занимаюсь. Видишь, только зашел такой молодой, а уже лжец, да. Так, этот у нас уходит, да. Замат. Кадыровцы продажные за деньги, говорит. Именно так, да. Умар,
Ты, по-моему, на бан наговорил себе. Ты лжец, Омар. У тебя стоит фотография кадыровских вот этих подсветок сделана, поэтому тебе бан. Ты подхолопный. А подхолопный у нас уходит в бан. Как ты относишься к нынешней Чеченской Республике? Я к Чеченской Республике Ичкерии отношусь очень хорошо. Я плохо отношусь к предателям и оккупантам, служащим фашистской Руснедию. Асан, ты потушил фитиль этого на него. Да. Они тут заходят, смертники, заскакивают мне. Ты не чеченец, ты не мусульманин. И улетают в бездну. Смертнички дело. Свобода Ичкерии. Аминь, спасибо. Асан, ты читал Виктора Сова, бывший полковник группы возрасте 27, бежал из страны. Прочти. Ну, я давно читал его, очень давно, наверное. Еще в студенческие годы его «Ледокол» читал. И еще какую-то книгу я его читал, помню. А сейчас мне он не нравится. Он мне сейчас не нравится. Так, следующий, он не нуждается в экспертизе, она проявляется, труп лежит у него главная площадь. Да, сейчас, да и всегда очень непросто получить информацию, если владеть одним языком русским. Там разные методы для так, это уже было. В России гражданская война шла с 17-22 года, и за все время было убито 12 миллионов. Даже во время Первой мировой войны Россия потеряла в 4 раза меньше людей. Да, к сожалению, на чеченском знаю только несколько слов, язык не из простых. Асан, я это в чат пишу тут местным. Ага. Так, недавно в Швейцарии отстояли одного ночью. Его хотели выслать в Россию, но до приезда в Швейцарию жил в Украине. Ясно, Стелла, спасибо вам большое. Я помню, вот которого, да, забыл его фамилию, выпустили, я читал. По факту ведь не лично Сталин убивал их. Были стукачи, которые, может, спецом подставляли. Может, кто-то из зависти, из злости. Недаром Павлика Морозова сделали героем. Это был посыл стукачи, это круто. Ну, конечно. Ну, рыба гниет с головы, как мы знаем. За нашу и вашу свободу, волю народа, смерть империи. Да, Асламбек, его в Хорватию хотели подепортировать, не в Россию. Ну ладно. А сам мир постепенно начинает нас понимать. Да, Асламбек, терпение и труд все перетрут. Будем, как говорил мой дедушка, стучаться пальцем в дверь, пока этот палец не пробьет эту дверь. Начинает понимать. Начинает и никуда не денется, поймет. Главное терпение и труд. Каждый день нужно стримы проводить. Каждый день нам нужно, смотрите, огромное количество здесь в ТикТок, в YouTube создали вот эти каналы. Огромное количество. Они между собой ссорятся. Вы помните, когда я начинал свои стримы, я говорил, что мы должны создать гражданское общество. Так вот, вот таким вот образом, создавая вот этих своих блогеров платных, которым они платят деньги, которые там занимаются. И потом, знаете, что они делают? Вот, например, там есть вы и я, вот несколько блогеров, которые между собой там общаемся или между собой не общаемся. Потом мы специально конфликтуем. А есть другие каналы,
Даже, может быть, эти же этим и занимаются, потому что их лиц нет, анонимно делаются уже. Здесь есть блогеры, которые с лицом показывают, ведут каналы, а есть отдельные каналы, которые вырезают куски из этих видео и воссоединяют их. И там споры, конфликты, ну такая сплетня такая, ну, что вот обычно сплетни вот эти все же, они же интересны, склоки, там споры, там оскорбления, наезды, потом грязь какая-нибудь, там вот был один деятель тут, который там показывал, там спускал штаны публично, там чеченец якобы и так далее. И потом это все оправдывалось, и вот привлекается таким вниманием, ажиотаж создается. Понимаете, это большая работа, такая многогранная, многоуровневая такая работа, которая ведется вот в этом информационном пространстве. И таким образом они нас, которые несут какую-то там зерно здравости, зерно какой-то полезности, они нас вот, теряют на фоне этого. Они просто забивают эфир вот этим своим бредом, ну, никчемным бредом. И вот это вот постоянно их задача вот этим заниматься. И вот, к большому сожалению, эта работа у них ведется. Да? Но ничего, все у нас получится, будем, главное, работать. Надо распространять ссылку на наш стрим. Потом, знаете, еще что они делают? Если, например, независимый какой-то человек появляется, он какую-то там деятельность ведет, они подходят к нему, подпускают к нему своих, вот я по себе могу сказать, они вокруг тебя собираются, они начинают тебя там теребить, поддерживать, там еще что-то делать. И потом они пытаются как бы уже от твоего имени дальше там действовать и нести там вносить деструктив в то, что человек делает. Большая работа ведется, большая, но мы должны разбираться в этом всем и аккуратно выявлять. Да. Так. Аса, почему ты считаешь, что те люди на Западе, оппозиционеры, которые говорят о развале России, на самом деле работают на Кремль, потому что они мобилизируют население? Справедливый человек, это не я сказал, это сказал наш президиум, это у них в тексте было. И именно в этом контексте, в этом моменте, я не совсем согласен, не до конца согласен с этим моментом. Хотя там, что там немножко смысл, нужно понять, что туда вкладывал наш президиум. Но если брать именно оппозиционеров, вот как ты пишешь, российских оппозиционеров, потому что российских оппозиционеров на самом деле я их мало вижу. Вот, например, Александр Сотник, вот я его считаю оппозиционером, хотя это журналист. Вот эти оппозиционеры, которые говорят, Пономаревы, Гудковы, Фейкины, я не верю, что эти люди настоящие оппозиционеры, и что они за развал там, и так далее. Они за то, чтобы суда над КГБ СССР не было. Понимаешь? Самая главная система, которая должна быть привлечена к ответственности, это система КГБ СССР. ФСБ, СБУ, ну там и так далее, и так далее. Рассекречивание архивов. Но это такая большая работа, которая должна быть проведена. И если они говорят там о развале, они могут это делать, именно об этом, наверное, имеет в виду президиум, когда они говорят, что они таким образом пытаются мобилизовать вот эти фашистские силы внутри России. И их шаги, они очевидны. А так я, конечно, считаю, что развал России, конечно же, он обязателен или не обязателен. Это решать россиянам и другим народам, которые заселяют. Я за то, чтобы Ичкерия, Кавказ вышли из состава фашистской России.
Это и то при условии, что кавказцы захотят, а если они не хотят, то тоже их насильно тащить тоже не нужно. Ну, как-то так, да. А оккупированные территории, Ичкерия, Грузия, Украина, они все должны быть освобождены фашистской Россией. Поэтому ну, не вижу я, что вот эти русские оппозиционеры что-то реально делают. Ну, не делают они ничего. Ну, не делают. Болтают, да, как-то что, какие-то... И всегда бывает какой-то изъян, не по-настоящему бывает. Тут не по-настоящему вот и вся их деятельность бывает, к большому сожалению. Самир постепенно начинает смотреть. Это было, если не ошибаюсь, то в контролируемом Кадыровым Чечне с образованием вообще туго. Вуйка с кулеметом. Да, контролируемой фашистской Россией будет точнее, потому что Кадыров, он никто, его звать никак. У ФСБ по Чеченской Республике непосредственно администрация Путина, вот кто контролирует Чеченскую Республику. А эти все вот эти люди, например, Кадыров, это все только марионетки, которые управляют. Да, с образованием отвратительно, с чеченским языком отвратительно там, не просто у образования, с образованием в целом, а даже с родным языком. Аслан, давно смотрю вас, Ичкерия, например, мода Вуха Аслан. Да, вот, возможно, Милан. Единственное образование у молодежи на сегодняшний день это спортзал. В 2001 году следователю в Германии я говорил, что Рашка может и на Германию напасть, но он посмеялся, а теперь просыпается, знают, что может такое произойти. Да, сейчас уже очень серьезно к этому отнеслись. Уже система в Германии, она полностью повернулась уже на то, чтобы на военный комплекс, на противостояние с фашистской Россией. Поэтому, Господи, благослови Германию, как говорится. Смеется тот, кто смеется последним. С нашей кровью спекулировали на Западе. Нашей кровью спекулировали на Западе, предпочитая верить представителям спящих русских ячеек, потыкая их нарративу. Да, СЦ, абсолютно так. Абсолютно так. Но слава Богу, что хоть сейчас развернулись, и мы должны воспользоваться вот этим моментом. Но из-за того, что чеченцы пережили геноцид, чеченцы устали, агентура, да, сейчас вот большая часть, кого мы видим, она та часть, которая и работает на фашистскую Россию. Понимаете? Это как бы это ни казалось странным, именно так и есть. Именно так и есть. И мы должны в этом смысле очень много сделать, чтобы наш народ чуть-чуть оживился, потому что те, кто настоящие, они боятся не за себя в первую очередь, и за себя тоже, но за своего родственника, который во время оккупированной Чеченской Республики Ичкерия находится. Как-то так, большая работа нам предстоит. Кстати, вопрос офф-топом. Пару лет назад смотрел видео начала 90-х, в котором чеченец рассказывал, что гимн Ичкерии пошел народ из театральной постановки. Это правда? Я не понимаю, о чем вы. В Дагестане удивительно что-то, сидя там уже утро в 2 начал крошить батон на главу Дагестана Меликова. Не понял. Жизнь всему научит. Враги могут быть, не желая сами то в том или ином случае быть учителями. Да, именно так, Стелла, произошло, да. Нас хотят сделать
Также мигранты, вы не обижаетесь, как вас называют, но продолжают спасать жизни узкого, рискуя своими. Да, кстати, они сейчас начали же говорить этот, как его, Вася, которого взорвали писатели их, как его. Короче, вы знаете, о ком я. Вот он начал рассказывать, что теперь надо Узбекистан, Таджикистан присоединять. И мяса не хватает, видимо. И они теперь хотят узбеков, таджиков, всех их гнать. Можно же дронами диверсии делать на железной дороге, вплоть до минирования. Можно и это тоже делать. Конечно, много чего можно было бы сделать, но почему-то не делалось до сих пор. Сейчас в ЕС украинцам продлили временную защиту. Это такой статус пребывания до марта 2025 года. Войне конца не видно. Да, Тарас, война затянется. Война, по всей видимости, затянется. На Мелику, не помню, что местный журналист что-то говорили, говорит Притак. Чеченская молодежь, если где-то получает образование, на сегодня то это в Европе, да. Салам, расскажи о Мамихане Умаре, чем жил, чей интерес представлял и за что его убили. Я не знаю, Ильяс, Салам, я не знаю. Как вы думаете, украинцев хватает ресурсов, хватает ресурсов, чтобы победить Россию? Милан, я думаю, что те ресурсы, которые им поставляются, их вполне хватит. Главное, чтобы коррупции не было, чтобы не разворовали. Просто я думаю, что за коррупцию реально, которую приравняли к измене Родине, нужно просто на площадь выводить и просто расстреливать, наверное. Это уже не смешно. А так, я думаю, хватит. И ресурсов хватит, все хватит. Просто вот это очень некрасивая история с этими... Дали интервью дочери Навального, которая рассказывала о своем отце, русском националисте. Новодворская хорошо охарактеризовала суть Навального. Конечно, Навальный это понятно кто. Я желаю вам победы. Слава Украине, слава ЗСУ. Героям слава. Ну что, у нас зависать начал, да, YouTube? Так. Там Ашойло. Шут Гороховый. Татьяна, пишется не шут, а шут. Ты бы хоть свой язык выучила. О, точно, Ханцу бо. Со точно, дедицух. Дедуй, сей дед, твинцух, со точно. Микшнуй. Точно, Ханцу. Инзафиtas душу. До дикра, что с Ханцу. До дикра, цунде Россия запретит наш канал, да, что мовольно олуешь душу. Так, кажется, стрим моросит. Да, зависает. Так, Навальный это фашист под маской добродетеля. Навальный это агент ФСБ или ГРУ, я не знаю точнее, кто он там будет. Потому что других бы они замочили бы давно. Так. Даже то, что от нее останется, должна граница с Кавказом соединить границы Украины, Казахстана и Гудбай Рашка. Договорились, Амзат? Я за.
Так. А Дада с кем? А Дада со мной, Дэл. В США столько самолетов F-16 и более совершенных F-35, которые ни один российский ПВО не возьмет. А у этих самолетов можно разместить сверхвысокоточное оружие, которое у США тоже навалом. Ну и что, справедливый человек? Да? И что ты предлагаешь? Да? Что ты предлагаешь? Не все так однозначно, как говорится. Понимаете? В Украине действует агентура российская. В Украине коррупция, как мы уже убедились. Потом Запад, Америка, это тоже не такой, ну знаете, не единый организм, который там, по решению там, одного, например, какого-нибудь там органа или человека, что принимается, вот все подчиняются. Нет, это не так. Много есть вещей. Запад боится, что Россия применит ядерное оружие против них. Понимаете? Они не обязаны из-за Украины, например, потерять там свою страну или миллионы человек подвергнуть атомной бомбардировке. Они не могут отдать, например, оружие, которое может оказаться у русских, например. Они не могут там, передать деньги, что там их просто не разворуют. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому много разных обстоятельств, много причин, почему не передавалось до сих пор все это дело. Во-первых, не верили, что Украина выстоит. Вначале же говорили, что только будет партизанщина. Что вот как в Афганистане, как в Чечении будет Украина там партизанить. И все. А совсем вышло по-другому. Украина показала, что она сможет выстоять как государство, как армия. Но кто вообще Зеленский? Друзья, откуда взялся Зеленский? Кто вот, какой-то актер, который очень близко связан с российскими там финансовыми кругами был, финансовыми там, я не знаю, творческими кругами был связан. Ну, не поймешь здесь, понимаете, вот так, чтобы сказать, да, вот у Америки есть, да, у Америки атомное оружие есть. Америка может одним залпом, да, Рогозин рассказывал, что Америка может одновременно, по-моему, 1600 или 16 тысяч залп томагавк ракет, вот эти томагавки, которые просто Россию превратят просто в каменные, там, средневековье загонят просто. Ну, конечно, у Америки есть, у Британии есть, у много у кого что есть. Но это не значит, что должны отдать все. Вот, например, да, это обидно, неприятно это все. Ну, например, сегодня сколько тысячи, уже десятки тысяч украинцев погибло. Правильно? Молодых, немолодых, женщин, детей, ну, кто погиб. А почему погибли? А погибли потому, что когда в Чечне шел геноцид, Украина помогала совершать этот геноцид. Хотя мы и в Украине некоторые люди говорили, что после Чечни они к нам придут, в Грузию придут. Грузия выдавала, тот же Саакашвили выдавал наших бойцов. И России выдавала, и они их казнили. 2 человек сразу же, или 4 даже, которых Саакашвили передал, сразу же казнили. Ну вот такой вот этот мир. Каждый ждет, пока к нему это все придет. Вот сейчас надо сказать спасибо, что вот дошло, на Западе дошло, в том числе и за то, что мы тут кричим, пишем, говорим. Там тот же наш президиум давно пишет, говорит, Джохар об этом говорил, заплатил своей жизнью. И не был услышан тогда. А ведь Джохар сейчас
Нам очень, но нам, чеченцам, да всему миру он сейчас нужен был бы. С его знаниями, с его принципиальностью. Вот такой вот мир этот. Глуп, туп, разнообразен, беспринципен, лицемерен, циничен, эгоистичен. Ну, много чего можно применять. Как-то так. Америка только своей экономикой, мировым влиянием загонит Россию в каменный век. Смотрите, Россия уже проиграла. И то, что сейчас происходит, это просто Россию загоняют в каменный век. Она будет загнана в каменный век. Она никогда не победит Запад. Она Украину даже может победить, хотя этого не дадут ей это сделать. Но если украинцы сейчас, например, сложат оружие, скажут, мы не будем воевать, вот, например, Арестович нам сейчас говорит, что вместе с Путиным нужно против Запада объединяться Украине. Представьте, какую подлость предлагает сделать. Даже если это произойдет, Россия не победит. Понимаете? Даже если Украина капитулирует, украинцы откажутся воевать против России, скажут, мы хотим жить с Россией в мире и будем воевать. Их дальше, конечно, Путин погонит против Европы и Запада. Но Запад он не победит. Россия уже проиграла, стратегически проиграла. Мир перешел в новую формацию. Искусственный интеллект, новые технологии. Ну, все в мире изменилось. Все, еще просто многие не осознали этого. Мы будем жить через 20-30 лет в обществе, где роботы будут за нас все делать. Понимаете? Многие люди просто будут ничего не делать. Люди отдыхать будут, рисовать там, я не знаю, ездить там, кататься по миру и так далее. В цивилизованных, развитых странах. Другие будут потихонечку догонять эти страны. А так еду добывать. Теперь только робот сам будет. Он сам будет заряжаться. Да, вот те же там электрические автомобили. Сами будут заряжаться, сами там сеять поля. Человек там, несколько человек будут это все контролировать. В конце концов и контролировать не придется. Люди сейчас живут, например, сколько там, 70 лет, средняя продолжительность жизни, 75 лет. А вчера еще, да, 100 лет назад, скажем так, это можно сказать по меркам времени, это вчера. Человек жил 40 лет, 45 лет жил. Понимаете? 45 лет это была средняя продолжительность жизни. Сейчас 45 лет, это считается молодой человек. До 45 лет мужчина считается молодым человеком. А сейчас 75 лет продолжительность. И не было таких прорывов инновационных, медицинских. Мир поменялся, мир еще сильнее поменяется. Через буквально 10-20 лет, даже еще раньше, люди будут жить до 150 лет. Средняя продолжительность увеличится там до 100 лет, 120, до 150. Нас лечить будут. Не как мы приходим, вот у тебя сейчас насморк, у тебя какой-то там вирус, и тебя вот одной таблеткой лечат. Нет, вас будут лечить по ДНК вашему лечить будут. То есть будут лечить, например, вас отдельно, а меня, определенный человек отдельно, меня отдельно. Каждый будет лечиться по своему ДНК, потому что если, например, по твоему ДНК вот это лекарство тебе подходит, а это не подходит, это будет нам компьютер рассказывать. Понимаете? Вот до чего все это дойдет. Фашистская Россия, она не жизнеспособна. То, что сейчас там Путин думает, да, они, вот этот авторитарные режимы, диктатуры, которые управляются людьми, вот, которые захватили власть и передают эту власть там или группе лиц,
или же там своей семье, своим детям, внукам. Эти системы, они, может быть, какое-то время останутся, потому что эти народы готовы соглашаться и находиться в этом состоянии. Но по большей части они отомрут. Не будет этой системы, вот это авторитарный режим. Обратите внимание, нету борьбы между религиями, нету борьбы между там какими-то государственными устройствами. Есть деление произошло между авторитарными режимами и демократическими режимами. А то, что вам рассказывают там коммунизм, там ислам, там христианство, это все для того, чтобы авторитарные правители, которые находятся во главе государств, чтобы управлять нами. Понимаете? Вот и все. Это все, ну, я надеюсь, люди поймут, дорастут до этого. Они начнут все это понимать. Поэтому все будет Ичкерия. Не говори, Асан, нажатие одной кнопки отбросит всех на 2000 лет назад. Нет, неправда, не отбросит нас 2000 лет назад. Невозможно это. Это нам рассказывают сказки, что там, что если применить ядерное оружие там и так далее, и так далее. Ну, во-первых, ядерное оружие, да, оно может определенный участок на Земле вбить там в каменный век, да, они могут там создать большие колоссальные проблемы на Земле. Ну, во-первых, тот, кто этот применит, он должен быть самоубийцей. Достаточно, если один самоубийца сам себя там уничтожит. Но чтобы запустить атомную бомбу, этот самоубийца должен быть самоубийцей не только самого себя, он должен еще убить своей семьи, своих детей, своих братьев, сестер там, и так далее, и так далее. И своих родителей. И он не один должен быть, их должно быть 1000. Потому что сейчас атомную бомбу запустить, нужно запустить там, ну, несколько десятков или сотен человек должны это сделать. Но даже если это произойдет, ну, например, если, например, Путин применит ядерное оружие, ну, просто не станет этого человека, и все, и на этом закончится. Система, которая намного сильнее, чем путинская, вот эта система, она находится в Америке. А эта система, она взвешенная, она друг друга контролирует. Огромное количество там разных противовесов, которые контролируют систему. Вот что будет происходить. Короче говоря, то, что нам рассказывают, что там Путин, Россия победит, станет какой-то серьезный. Нет. Путин выигрывает время. Он живет, понимаете? Вот то, что он сейчас воюет, убивает там украинцев, россиян там на смерть посылает. Он живет, его каждый день он продлевает свою жизнь. Нету у него цели там, что он победит Украину, победит. Он знает, что он не победит. Он сейчас готов отдать и Крым, и все. Давным-давно он готов отдать. Понимаете, он все готов отдать. Главное, чтобы его оставили, но его не оставят. Он это понимает. Он слишком много уже совершил преступлений. И его в этом состоянии, его оставить, его Патрушева, никто не собирается. Их не оставят. И они это понимают. И они каждый день, погибая, вот сейчас мы читаем, 1000 человек, там, 800 человек убитых русских террористов. Это плата за жизнь Путина, Патрушева, системы КГБ. Если нужно, до последнего россиянина он будет каждый день их класть. Чтобы, главное, он остался у власти вот, в том положении, в котором он находится. Вот и все. Никаких шансов нет у России победить. Он против цивилизации выступает, понимаете?
сейчас искусственный интеллект, который есть вот чат GPT, там все вот эта система, да, она вот эта система, вот этот чат GPT, искусственный интеллект, нейросети, они там картины рисуют, там тексты выдают, там предсказывают много чего. Они фиксируются, вот этот чат самый известный, да, чат GPT, он до 2021 года только. Он напрямую интернету не подключен, ну там информацию не онлайн он не берет эту информацию. Это то, что нам продают за 20 евро там, в месяц, то, что мы платим. И есть там и бесплатный такой же. Реально же система, вот этот мозг искусственного интеллекта, который нам не дает, это он находится там у ЦРУ, там у правительства США. Вот эта вся система, она в реальном времени анализирует огромные потоки информации, которые ежесекундно то, что сейчас поступает, они фиксируют. И когда государство такое, как фашистская Россия, готовится начать какую-нибудь систему, в реальном времени вот этот искусственный интеллект выдает всю информацию. Если сегодня ФСБ, там, например, запускает какой-то закон, выделяет какие-то деньги, бюджет там вписывается, там, что там нужно где-то потратить какие-то финансы на что-то, вот этот искусственный интеллект, который стекает вся эта информация, как открытая, так и по каналам разведок, секретная информация. Вот этот искусственный интеллект выдает уже, что вы через год планируете или через 5 лет планируете сделать. Вот этот искусственный интеллект уже выдает. Понимаете? Система уже, мир изменился. Это все вещи, которые нам просто придется просто сидеть и восхищаться этим всем. И все, больше ничего мы не можем сделать с этим. Так, примите, пожалуйста. Зачем? Если не хотят добиться, чтобы Украина пошла на переговоры, то зачем они сокращают помощь? Ну, Чечен-демократ. Я не понимаю, о чем ты говоришь. В смысле сокращают помощь. Но если идет грабеж выделяемых денег, вы думаете, американцы, это, которые там позволят с собой потыкать, что ли, каким-то там коррупционерам, которые во время войны, они могли вообще ничего не дать украинцам. Пожалуйста, воюйте. Мы какое к вам отношение имеем? Мы свой Евросоюз закроем, свое НАТО перекроем, суньтесь к нам. Мы вам таких покажем. И все могли сказать. Надо благодарить за то, что дали, за то, что дают. Джавелины дают, спасибо нужно сказать. Про Хаймарсы, патриоты, там, все остальное, там, танки, самолеты, об этом даже и речи нет. Просто за то, что нам этого не дали, понимаете? Нам патрон не дали, один патрон нам не дали. О чем вы говорите? Никто никому ничего не должен. Мир, это суровый мир. Здесь джунгли, здесь нету того, что, да, мир стремится к там, правам человека, там, справедливости, создаются международные институты, ООН, там, ОБСЕ, ПАСЕ, там, все остальное. Но это тот же суровый средневековый мир. Понимаете? Даже еще хуже. Понимаете? Посмотрите на Путина, на Россию. Это самые главные ублюдки на земле, которые должны быть наказаны. А вы с ними хотите иметь? Нет, так не будет. Они будут наказаны. А если не хватит сил или не дотянутся руки, чтобы всех их наказывать, ну тогда пускай этот народ гниет с ними, живет под их протектора, под их диктатом и наслаждается вот этой тиранией, которую они сами терпят. А когда дойдут руки или силы, тогда накажут. Никто никому ничего не должен. Америка Украине ничего не должна. Как и Ичкерии она ничего не должна.
Да, есть международное право, там Америка взяла на себя ответственность, там нести вот это тяжелое бремя лидера. Ну, никто не обязан никому ничего, в конце концов. Особенно, если вы воруете то, что вам дает. Не все так однозначно. Знаете, когда если кому-то это нужно, то нужно встать и самому это сделать. Вот украинцы сделали. Они встали и начали биться. Сказали, никто не верил в них. Они, украинцы, не выстоят. Да, партизанщина будет, есть костяк украинцев, которые будут бороться. А нет, не костяк, а большая доля государства оказалась, которое готово было сражаться. Украинцы очень многие сбежали и не хотят воевать. В одной Германии 200 тысяч призывного возраста, говорит Нохчи, чечен-демократ. Нохчи мелвар леч анасюг, раскематласюг, цеэлич, ачух теруатсо. Вэй масвар лечвик эла. Ко эзер варон вэй лечвик. Ас олвик мелвар, ас динау амилш. Темш бинчерт. Хинс хузаун темш бинабош лилаш буйцай кацединаун. Духаболчай кацединаун. Шаш бинабош бук цацбеш докте буйбеш астуан бинабош. Цай кацединаун. Ко эзер темлу ворон вай. Üşeti bazbеш ти кыш дуй тажим асым хлити вай бош ти базин барон. Ко эзер био ацерон вай туан беш. Üç почти шавик да кылнаун. За 5 дней 8 или 11 истребителей потеряли русские. Слава ЗСУ, Мустан. Еще, что хорошо, Мустан, там русские сами сбили еще свои самолеты. До 5-6 тысяч. Бэцер, ну да, Бэцер Эллин Сунцага, странник Сайгдицнек Бисунацага, до 5-6 хилмек Эрават Уамбинек. 600 лет наказывают Россию и ничего, Запад всегда есть пощечин. От Уамбеш Хамичал. Когда говорят Хасанолчу от Уамбеш Хамичал, Варсумха Акацадини, Туам Дацабель, Хаинс Мичау, Соук Туамбеш, Инс, например, информационно, Угар Халбобеш, Соук, например, Туамбеш, Бацадизер. حبيشاو أناس يقواخيا ويقول بير والله تبينا توام تعتبر لون موك مقبل يا عبي أن ويبي أن بولنا تشيري يتسع يا حغاس قشتولا وقام يلدو توام بيش تاك ديو أسو ديل حيغوش سو ديل حيغوش ديل دوش أيديا шук سو Явилась истина и сгинула ложь, воистину ложь обречена на погибель Бож. Хабаш не букас, дейл не букас хабаш бег. Оук амел дареш, чусвик. Шуда туам бина Бож, и спекулянч, да, туам бина, валлаца бина. Туам ба метк Бож ашмада, чуинца, туам дацабелла, это пор туш рекламиеш, юклевил нашим, буду ко, инц, дакте буйбеш, туам бина Бож. Туам дацабелл. Как чувствовал тебя, бутуам, я мог букбалал тебя, бутуам, бешвик. А кит вам бобор, камел, метк ба, санида. Туам бич бу, туам бечер, беш буис. Хабар штуйцер, дырк, да? Ас туам бина. О, мох, мук бэккан, мича бэкканаш, мох, мук. Гайтиш сун, шаш мук бэккан, мох. Геноцид деш, да? Халак деш, на халак деш, мобутига. Так, Украина выстояла, потому что там свобода, нет диктатора, в отличие от Беларуси, там диктатор Лукашенко быстро подмял под себя. Ну, и это может быть и может быть связано с характером народа. Много чего. Ты за Россию, Бог, Освик.
у тебя все нормально с головой, Деон? Ты из России. 100%. Каждый день убивает тысячи жизней, продлевает свою жизнь. Да, Хамзат, это людоед. Путин людоед, у него другой цели нет, как выжить. Ему нужно как можно больше убивать людей. Как можно больше убивать людей. Его задача только это, да. Asan Ameriknu, Россияну, година ночью оккупировать ешь. Цедина, Америкну, Америкну, войну воцедина. Оккупировать ешь, годин дать. Это так, это неинтересно, понимаете? Слишком маленькая и слишком неинтересная была. Дуда Волжская, она когда был Джохар, были надежды, что Запад поможет, Америка нам поможет. А потом, когда Джохара не стало, когда русские его убили, тогда уже сказали, да ладно. Ну и мы начали строить халифаты там и так далее. Короче, дико Иса дал Бухастам, все дико. Дудаев Сабар, он биальдельдат. России выделили кредит, которым был очень недоволен Джохар. Понимаешь, администрация Клинтона выделила, хотя были силы, которые были за нас. Как сейчас мы видим, есть Трамп, есть Байден, есть Сенат, есть там противоречия между ними. И всегда в Америке так было. Всегда. Это свободная страна, и там были эти силы. И Билл Клинтон, выделил кредит при администрации Билла Клинтона. Выделили кредит на то, чтобы Россия не сдохла с голоду, потому что она голодная, она представляла угрозу, она могла продать атомное оружие Ирану, Китаю, куда угодно, что угодно могла сделать. Это трудные, большие вопросы. Понимаете? Сейчас мы надеемся, мы сейчас уже видим, что Запад, Америка поняли, что Россия представляет угрозу, и никакой демократии она не станет. А мы из-за того, что тогда администрация Клинтона поступила так, как поступила, мы не можем сейчас сказать, да, из-за того, что тогда Америка поступила, мы сейчас будем за Россию, или же мы будем там против Америки. Нет, мы должны исходить из реалий, из политической целесообразности именно для нас, чеченцев. А целесообразность говорит о том, что Америка самое сильное государство, которое при желании, если мы правильно найдем подход, и начнем общаться с Америкой, то мы установим канал связи, инструмент, выработаем механизм общения между Америкой, то мы станем очень сильной и мощной нацией, государством Ичкерия на Северном Кавказе. Если мы умеем, если у нас хватит ума и сил. Понимаешь? А если мы скажем, да, там, а кто хороший, кто до сих пор, вот мы сейчас за Украину воюем, я, например, 2 года топлю, я 10 лет, я приехал сюда за то, чтобы Украине помогать, зная, что Украине нужна помощь и так далее, конечно же, не только из-за Украины. А Украина наших бойцов выдавала, помогала, много чего делала. Или грузин возьмем, наших братьев. Что сказать, грузины тоже то же самое. Саакашвили, враг Путина, враг там вот этой имперской России. Выдавал наших бойцов. Никто нам не помог. Все нас отдали на съедение этой фашистской России.
Понимаете? Диц дукум ждешь. Но мы должны выработать в себе понимание, мы должны прийти к пониманию, да. Сабина Америку финансировать. Сабина. Да, совершенно верно, странник. Вы от ай, вы хекал цакочевой. А сейчас смотрите, какая ситуация вырисовывается. Сейчас нас Запад, опять же, та же Англия, та же Америка, оставляет на управление там, или на откормку, можно здесь так сказать, Турции. Турецкие спецслужбы и российские спецслужбы лоббировали вот этот интерес, на мой взгляд. Я могу ошибаться, но на мой взгляд Имарат Кавказ это турецкий проект, который через Докку нам начали навязывать, через Маулади Удугова, который первыми напал на кафиров в 21 веке и так далее. И вот этот религиозный проект, он дальше продолжает Турция нам навязывать. Ну, она как бы в НАТО входит, там, она там с Англией там в хороших отношениях, там 3-10, там с Америкой в хороших отношениях. Но фактически турецкие спецслужбы и российские спецслужбы уничтожают чеченское государство, чеченское сопротивление. Одновременно помогая, где-то поддерживая, где-то там что-то и так далее. Но никто не действует в интересах чеченского народа и чеченского государства. Турции интересно, чтобы мы были подчинены Турции, турецким спецслужбам. И люди, которые действуют угоду турецких спецслужб, их Турция поднимает, а остальных она дискредитирует, уничтожает и так далее, там, или не игнорирует, не замечает и так далее, и так далее. Ну вот идет большая работа против нас. А у нас мы должны здесь оказаться так, чтобы мы свой интерес имели. И если сейчас стать, например, на тот путь, который нам Турция предлагает, то мы получаемся в той же ситуации, как с Россией. То те же Кадыровы. Только Кадыровы подчиняются России, Путину, а эти подчиняются Турции. Вот и вся разница. И единственная разница, что Турция, она хуже для нас, чем Россия. Потому что Россия, она хотя бы не мусульманская, хотя Турция тоже не мусульманская. Да, там есть, преобладает мусульманское население, но это светское демократическое государство. И под видом ислама, и под видом вот этих религиозных вот этих тем, они нас больше будут ассимилировать. За столько времени Россия не смогла нас ассимилировать, а Турция, тех, кого она обманным путем когда-то приняла в Турцию, она их ассимилировала, уничтожила, и там уже фактически никто не говорит по-чеченски. И Иорданию уехавшие чеченцы сохранили свою культуру, свой язык, остались чеченцы, а в Турции уже никто не остался, все уже отуречились. И то же самое нам хотят навязать турки. И сейчас мы это видим. Потому что Турция, которая сейчас там нам рассказывает сказки, что Америка хуже, чем Россия для нас, это в первую очередь турецкие сказки. Я могу сказать, что Турция хуже для нас, чем Россия. Мы должны дружить с Америкой. Если мы будем дружить с Турцией, то мы все равно должны будем выходить на Америку, на Запад, на англосаксов через Турцию. Как сейчас мы опять же что-то если имеем, то мы имеем через Россию. А нам лучше выходить напрямую с англо-американской цивилизацией, иметь прямые связи. Я добиваюсь этого. Я добиваюсь этого, я призываю к этому. Я призываю к этому, да.
США не поддерживали Ичкерию. Весь мир не поддерживал Ичкерию. Весь мир. Весь мир не поддерживал Ичкерию. Все хотят жить в США, да? Правильно, посредники нам не нужны. Да, Хамзат, и Духвайн Вишек. Мы должны думать о интересах нашего народа и государства. В любом случае, система фашистской России, она контроль над Чеченской Республикой Ичкерия, она не будет больше исполнять в том виде, в котором она исполняла. Да, останется агентура, и турецкая агентура, и российская агентура. Они вместе всегда найдут язык, находят язык. И когда это касается не турецких интересов и не российских интересов, если это касается чеченских интересов, никаких проблем. Там чеченцами приторговать, там где-то их ущемить, где-то там и так далее. Мне это не интересно. Я не хочу этого. Я хочу, чтобы мы были напрямую имели контакты с Соединенными Штатами Америки. Я за то, чтобы мы, говорят НАТО, НАТО, НАТО. Нет, напрямую с Америкой нам нужно. Не нужно иметь контакты с НАТО. Ну и что НАТО? НАТО в Турцию уходит, НАТО много кто уходит. А нам нужно иметь напрямую с США, с Соединенными Штатами. Нам не нужно больше других, как у Израиля сейчас, как у Японии, как у Южной Кореи. Вот как нам нужно систему выстроить. Вот тогда мы будем максимально свободными и максимально развиваться мы будем. И будем иметь прямые технологии. Это невозможно, говорит Юзер. Возможно, ты прав. Возможно, это невозможно. Но если бы чеченцы меня сейчас услышали бы и стали бы на мою позицию, на которую я говорю, были бы четко вот эту позицию услышали, это не мне нужно, это всем чеченцам нужно. Если бы мы так были бы, и мы выработали бы через наш президиум, демократически избранный механизм власти, президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия, наладили бы контакт с американцами, показывая приверженность вот этому пути, англо-американскому пути, которому мы, чеченцы, должны быть привержены. Вот в таком случае, это было бы возможно. Мне так кажется. Я так это вижу. Я так это вижу. Зачем на англосаксов уходить через Турцию, если можно напрямую? Абсолютно так. Саудиты и турцы нам не друзья, говорит Асамбек. Да, Асамбек. У них свои интересы. Этот мир, где невозможно, возможно. Да, Мулла Хамзат. Да, Мулла. Я готов умереть раньше, чем быть под ними бокосью. Валлахи не готов, Лев. Валлахи не готов. После того, что над тобой сделала фашистская Россия, убила 300 тысяч твоих людей, на органы продавали, насиловали, тюрьмы сажали, все делали. Ты живой? Ты ничего, ты просто болтун самый настоящий. Понимаешь? Ты до сих пор, если ты жив после того, что с тобой Россия сделала, это все балабольство, которое ты сейчас тут нам рассказываешь, что ты готов умереть. На этом я свой стрим заканчиваю. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Все будет Ичкерия, да, Мулла. Слава Украине. Господи, благослови Америку. Адикёй машу абюсли.